Это хоть и называется учениями, но для бойцов СОБРа все как в реальности. Благодаря ювелирной точности и технике пилотов вертолет повисает в воздухе на минимальной высоте. Это позволяет личному составу безопасно десантироваться по канату и занять позиции. Данный способ проводится для осуществления спецоперации, то есть освобождения заложников и уже контртеррористической операции. Ни лиц, ни имен, ни званий. Все потому, что их работа секретная. Они борются с терроризмом и противостоят организованной преступности. Учения сотрудники Росгвардии проводят на этом вертолете Ми-8. Его грузоподъемность около 4 тонн, вместимость до 25 человек. Прыжки бойцы проводят на высоте 20 метров. Штурмовые группы могут десантироваться в любой местности и в любую погоду. Но не менее важная задача – эвакуация с места ЧП после завершения спецоперации. Это с лесистой местности, с вершин холмов, а может даже с воды. Когда вертолет не может приземлиться, то есть коснуться своими шасси земли, вот производится таким образом эвакуация. Все задачи из реального опыта СОБРа. Рисковать жизнью приходится при исполнении боевой задачи. К сожалению, у нас время такое, что патриотизм – это только на словах, а так я служу по призванию, потому что знаю, что нужен. Основные – это волевые качества. Нужно постоянно совершенствоваться. Такие учения проходят дважды в год. С момента создания Росгвардии с 2016 года в республике бойцы спецподразделений задержали больше 1200 преступников. Из незаконного оборота изъяли 40 единиц оружия и почти 50 килограммов наркотиков. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.